Доброе утро, Якутия! Начинаем новый рабочий день и новую рабочую неделю. Всем хорошего настроения, бодрого утреннего, а мы поможем его приобрести. Напоминаем, что у нас очень семейные передачи. Мы найдем темы для любой возрастной группы, чтобы вам было о чем побеседовать за завтраком. Расскажем, какая погода за окном, побеседуем с интересными людьми, непременно расскажем, что же пророчат нам звезды, чем знаменательный день сегодняшний, сделаем зарядку, и все это только у нас. Кстати, расскажем, куда можно поехать на новогодние праздники. Ну а прямо сейчас новости, пока вы спали, они тоже происходят. Россия заняла второе место в медальном зачете чемпионата мира по плаванию на короткой воде, завоевав 6 золотых и 4 серебряных медали. 18-летний российский пловец Мирон Лефинцев стал пятикратным чемпионом мира, выиграв 2 золотые медали в личных заплывах и 3 в эстафетах. Омск стал культурной столицей России 2026 года, сообщил губернатор Омской области Виталий Хаценко в своем телеграм-канале. В Москве состоялась оценка культурного потенциала финалистов, в которой учитывались не только результаты голосования, но и качество культурной инфраструктуры, а также разнообразие культурных программ и мероприятий. В конкурсе могли участвовать инициативные команды, представляющие столицы и городские округа с населением не менее 250 тысяч человек. В 2024 году в финал конкурса вышли Зарайск, Коломна, Владивосток, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Иркутск и Томск. Победителем стал город Омск. Вот так вот. Так что поздравляем победителей. Надеюсь, что мы непременно в таком курсе тоже поучаствуем когда-нибудь. Ну, а прямо сейчас спешу вас порадовать и еще замечательные новости. На улице стало чуть теплее. А как именно, узнаем прямо сейчас. Итак, в центральных районах температура воздуха минус 28, минус 39, в заречной группе 32-40 градусов холода, в южных минус 21, минус 23, в Вилюйской группе 29-32 ниже 0, в Нижнеленских 28-38 со знаком минус, в западных 26-31 ниже 0, в Колымо-Интигирской группе Улусов минус 19, минус 42, в Янске 37-42 градуса холода, на северо-западе 20-38 со знаком минус, в Якутске 6 часов утра температура воздуха составила минус 31 градус. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем в Якутске без существенных осадков, ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура днем в Якутске минус 27, минус 29 градусов. Ну, прям сказочная, я бы сказала, температура. Тут недавно уже такие прям морозы ощутился, что все, новогодние, скоро крещенские морозы, а тут потепление. Стоит воспользоваться этим случаем и посмотреть, какие у нас замечательные елочки стоят в столице. Итак, все высказывания, поговорки, изречения были придуманы не просто так. У всех есть свой источник и своя история. Все знают фразу и понимают ее значение, устами младенца глаголит истина. Но никто наверняка не задумывался часто, а откуда же она взялась. Всем известные слова были перефразированы из библейской истории. Фраза по истину из уст младенца в несколько видоизмененном виде взята из Евангелия от Матфея, но в настоящем виде скорее уже имеет народное происхождение. А прямо сейчас мы узнаем истину, что наши юные эксперты думают о синоптиках. Как ты думаешь, кто такие синоптики? Космонавты. Кто такие синоптики? Плохие люди. Плохие люди. Люди, которые говорят прогноз погоды. Люди, которые говорят прогноз погоды. Хорошо. Какие-то собаки, что ли? Собаки? Почему собаки? Люди? Не знаю, ну как ты думаешь же? Чем тогда они занимаются, если вот Они летают в космос. синоптики летают в космос? Ухаживают за своими питомцами. Ухаживают за своими питомцами. Они тогда, получается, дома сидят. Как выглядят тогда синоптики? Плохими. А вот какая одежда тогда у них? Черно-белая или черно-серая. Они маленькие, синенькие. Вот есть и космонавтов, одни класс. Например, вот эти вот плохие люди, да, как ты говоришь, синоптики, они чем занимаются? Вот, что они делают? Типа они уступают места или не делятся. Когда вот эти маленькие синенькие люди, они вот улетают в космос, они что изучают там? Они изучают другие мира. Другие миры. Ты их видела когда-нибудь? Нет. Нет? Хочешь увидеть? Да.
Всем доброго утра. Вот такие у нас юные эксперты с интересными, да, в принципе, но почему? Да, космонавты практически постоянно смотрят, что у нас творится где-то вверху, чтобы знать, какая у нас погода. Ну, а вопрос, который, безусловно, интересует всех с утра, это о том, как стать счастливее. Ну, вариантов много. Кто-то рекомендует медитации, кто-то рекомендует начать утро с просмотра роликов веселых, заряжающих позитивной энергией, а кто-то рекомендует просто улыбнуться себе в зеркале. Ну, зеркала у меня здесь нет, поэтому улыбаюсь я вам, но рекомендую сделать небольшую утреннюю зарядку. Она обязательно вас взбодрит. Сегодня мы вам представляем свою танцевальную разминку. Дети готовы? Да! Прыгаем в левую сторону. Раз прыжок, два, шаг на месте. Раз прыжок, два, шаг на месте. Ковырялочку делаем с левой ножки. Носок, пятка. Раз, два, три на месте. Носок, пятка. Раз, два, три на месте. Правый локоть вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Хлопаем. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Прыгаем вокруг себя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. На месте. Заново. Влево. Раз, два, шаг на месте. Раз, два, шаг на месте. Ковырялочка. Раз, два, три. Раз, два, три. Хлопаем. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Прыгаем. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. На месте. И попробуем то же самое. Раз, два, три, прыгаем. Раз, два, три, на месте. Раз, два, три, на месте. Раз, два, топ, топ, топ. Раз, два, топ, топ, топ. Локоть. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Вокруг себя. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Заново. Раз, два, три. На месте. Раз, два, три. На месте. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хлоп, хлоп, хлоп. Хлоп, хлоп, хлоп. Хлоп, хлоп, хлоп. Хлоп, хлоп, хлоп. Вокруг себя. 5, 6, 7. С Новым годом! Ура! Да, вот вам и напомнили, что скоро Новый год. Ну, а прямо сейчас поделимся, ну, не предновогодними, но тоже очень интересными новостями. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Законопроект по международным территориям опережающего развития будет доработан в правительстве страны до конца года. Законопроект, устанавливающий правовые основы создания международных ТОР, внесли в Госдуму в декабре прошлого года и приняли в первом чтении в феврале 2024. Планируется, что второе и третье чтение закона пройдут весною в 2025 году. Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития страны совместно с заинтересованными и федеральными органами исполнительной власти до конца года представить доработанный и согласованный законопроект для дальнейшего внесения документов в Госдуму. Проектом предлагается закрепить в законе о территориях опережающего развития в РФ понятие «международный ТОР». Очередной объезд по строящимся объектам в Якутске совершил Дмитрий Садовников. На этот раз внимание зампреда республики привлекли крытый каток с искусственным льдом, домостроительный комбинат и дополнительное здание Саха-политехнического лицея. Сдача объектов, за исключением ДСК, проходящего модернизацию, запланирована уже в ближайшее время. Однако не обошлось без нареканий. Так, по словам Садовникова, строительство ведется с небольшим отставанием от графика. Кроме того, имеются затруднения и с организациями, в чьи обязанности входит подведение коммуникаций к объектам. В частности, с компанией «Водоканал». Подрядчики, они такие серьезные, не первый год работающие в строительной отрасли, но со стороны, как говорится, надзорных органов
скорее всего, останутся вопросы. И мы для этого и работаем, чтобы тут эти вопросы, как говорится, на месте разруливать, решать. Сегодня есть вопросы к водоканалу, например, тот, который не укладывается в срок по подводу коммуникации. Конечно, мы их будем торопить. Заработала горячая линия по работе автобусных маршрутов. По номеру 300-900 жители и гости города могут задать любые вопросы о работе автобусов. Узнать расписание, интервал движений, тарифы и способы оплаты, а также сообщить о каких-либо проблемах. Кроме того, по этому номеру можно обратиться в экстренных ситуациях: потеря карты ребенка или пожилого человека, если забыли вещи в автобусе, и по иным вопросам. По номеру также можно внести предложение по улучшению работы общественного транспорта. Утвердили концепцию СЭХа Аланхов в Нерюнгринском районе, который пройдет под девизом «Пока стоят священные горы, мир не рухнет» в 2025 году. На празднике, приуроченном к 50-летию Нерюнгри, прозвучат эпосы в честь защитников Отечества, а также представят историю и традиции многонационального региона. Участие примут историки, краеведы и первостроители. Помимо этого, 16 общин представят культуру своих народов. Ожидается активное участие молодежи и детей через народные игры и конкурсы. В Национальной библиотеке состоялась республиканская традиционная новогодняя ярмарка народных умельцев и мастеров. Более сотни участников съехались в Якутск из разных уголков республики. Ассортимент представленных товаров очень широк. От елочных игрушек и настольных игр в якутском стиле до мыла и бижутерии ручной работы. Каждый посетитель выставки сможет поучаствовать в беспроигрышной лотерее, средства от которой направят на помощь раненым бойцам, которые проходят лечение в госпиталях Министерства обороны. Выставка будет работать до 19 часов. Здесь мы приходим с таким настроем праздничным. Мастера, которые делают своими руками. Удивительная работа. И каждый раз удивляешься, что все эти работы каждым годом все лучше, лучше. Удивительно, что молодежь это делает. А еще удивительно, когда бабушки развиваются, с дедушками еще, делают свою работу, чтобы всем, нравилось. Детям, чтобы нравилось, молодежи. И к другим не менее интересным новостям. В Якутии впервые сформирована команда по синхронному фигурному катанию. Наши спортсмены уже приняли участие в всероссийских соревнованиях в Москве по второму спортивному разряду. О том, какие впечатления остались от участия в спортивных состязаниях и легко ли быть на одной волне с другими членами команды, расскажут участники эфира, капитан команды синхронного фигурного катания якутяночка Куканова Злата и главный тренер команды, председатель Федерации фигурного катания на коньках Республики Саха-Якутия Татаринова Елена Николаевна. Доброе утро. Доброе утро. Очень рада вас видеть. Конечно, поздравляем с отличным результатом. И расскажите, что такое вообще синхронное катание? Примерно все представляют, потому что мы все любим фигурное катание. Но каково было открывать это направление и почему было принято такое решение? Да, фигурное катание – это очень красивый вид спорта. И когда одна девушка или один юноша катается на льду, это очень красиво, завораживающе. Но когда на льду одновременно 16 девушек или юношей, это еще красивее. И, конечно, такой красивый вид фигурного катания, как синхронное, мы давно хотели открыть в Якутске. И вот, наконец-то, у нас подросли спортсмены, которых можно было объединить в команду, и мы начали работать вот в этом году с октября месяца. То есть приют-то совсем небольшой, вам удалось небольшой, подготовить. Вы готовите какую-то программу, то есть это какой-то один конкретный номер под музыкальное сопровождение. Да. Каково быть капитаном команды, управлять таким количеством людей? Твой опыт в фигурном катании, насколько он тебе помог? У нас очень сплоченный, дружный коллектив, поэтому и все очень ответственные, поэтому очень легко справляться с такой командой. Что входит в твои функции? Я, получается, помогаю тренеру, помогаю ребятам, если что-то нужно. Командный дух делаю. Создаешь настроение для успеха. Какие впечатления от поездки? Насколько это был первый, получается, опыт команды? Насколько было сложно? Насколько ребята себя уверенно чувствовали? На самом деле синхронное катание немножко от одиночного отличается тем, что это праздник. Там команды болеют друг за друга, огромное количество зрителей, все как вот на хоккейном матче, с кричалками, с вертушками. И мы немножко даже растерялись, когда вышли на тренировку,
И зал нас очень тепло принял, приветствовал, хлопали. Но девчонки и мальчишки собрались и откатали, в принципе, достойно свою программу. Все поставленные элементы были зачтены, выполнены. Ну, не без ошибок, но, тем не менее, для первого раза было неплохо. Как вообще удается людям одновременно так делать на коньках? Поразительно. Капитан считает, едет, они делают счет, все элементы под счет, под музыку. Музыку мы выбрали вот «Якутяночка», естественно, как бы первый раз команда «Якутяночка», и мы решили, что наша известная композиция в исполнении Саины наиболее как бы красочно характеризует нашу республику и покажет красоту нашего северного края. Ну, состав такой интересный, очень много девчонок. Да, у нас состав из 12 человек, 11 девочек и 1 юноша, наш Кирилл Буев. Он усилил нашу команду. На следующие соревнования, вообще в синхронном катании есть и поддержки, и парные элементы, и парные вращения, поэтому Кирилл нам очень нужен. Ясно. Сколько лет ты занимаешься фигурным катанием? Около 8 лет. Ну, то есть достаточно большой Да. опыт. Каково было перейти в коллектив? Ну, это немного волнительно было, так как все время рассчитывал только на себя, а тут бац, и уже на всю команду нужно рассчитывать. То есть результат зависит от всех. Да. Как ребята восприняли объединение в группу? То есть это были единоличный вид спорта, когда зачет зависит от тебя, и тут нужно распределить обязанности, распределить риски. Ну, сначала они немножечко притирались друг к другу, но в целом они очень позитивно, с боевым настроем. У нас очень много тренировок, то есть у нас было всего 2 месяца для подготовки к соревнованиям. И рано утром, и поздно вечером мы все время были на тренировках, они собирались, друг друга поддерживали, помогали. Если кто-то, допустим, не успел выучить шаги или там какие-то элементы, оставались с ним, ходили на массовое катание, вместе учились. Вот, так что трудяшки. Будут ли в дальнейшем набираться группы именно на вот фигурное катание в таком формате с детства, например? Да, конечно, потому что мы сейчас собрали уже из действующих, да, спортсменов, но за 2 месяца команду сформировать и накатать невозможно, это надо года. Вот, ну, как минимум, начинается выступление в синхронном катании с 10 лет, то есть хотя бы с 7-8 нужно уже начинать тренироваться, чтобы... То есть, получается, эта команда была сформирована из действующих спортсменов, Да. которые своим примером должны заразить уже Да. начинающих. Какими качествами нужно обладать спортсмену, чтобы вообще заниматься фигурным катанием, ну и, в частности, быть частью команды? Главное, чтобы все были добрые. Ну, помогать — это самое главное, потому что надеяться только на себя — это не очень. Нужно иметь командные качества. Это вот главное прям. С каким настроением приехали? С каким настроем на будущее? Позитивным прям. Очень хорошо надеялись. Есть уже какие-то идеи нового? Да, номера? конечно. Этот же образ составляем, программу тоже. Сейчас мы работаем над ее усложнением. То есть мы первый раз приехали. Конечно, мы в первую очередь смотрели на действующие команды, которые катаются уже не первый год. Мы посмотрели, как это, насколько это красиво, насколько это интересно. И сейчас у нас прям активная работа идет по усложнению нашего контента. То есть все элементы, которые уже поставлены, мы усложняем, увеличиваем скорость, чтобы это стало еще ярче, еще зрелищнее, еще сложнее и красивее. Кого взяли в качестве примера для вдохновения? Ну, наши мастера, наверное, России, это компания Paradise, команда синхронного катания. Мировой уровень, они откатали шикарно, мы были просто вдохновлены их катанием. Сколько лет нам понадобится, чтобы приблизиться к тому? Но мы будем стараться. Но мы будем за вас активно болеть. Есть ли какие-то пожелания членам команды? Потому что всех мы разместить в студии просто не смогли. Да, конечно, хочу пожелать крепкого здоровья. Это самое главное. Ну и упорство. Я их очень люблю. Молодцы, девчонки, мальчишки, работаете. Злата? Я очень надеюсь, что мы добьемся больших результатов. Все слышали капитана команды, теперь исполнять. Спасибо, что пришли, желаем вам дальнейших успехов, мы очень за вас рады, всегда вдохновляемся вашими выступлениями, ну и надеюсь, что скоро мы вас будем встречать еще с одной победой. Спасибо большое. На сегодня вообще замечательная дата, которая подходит к нашей теме — День покорения вершин, поэтому вот
пример, пожалуйста, начать никогда не поздно и в чем достигнуть результатов. Это праздник не только альпинистов и скалолазов, покорителей высот. В буквальном смысле этого слова это праздник всех, кто стремится к новым вершинам личностного и карьерного роста. Не опускает руки на пути к цели, а еще эта дата повод собраться с силами и мыслями тем, кто постоянно откладывает что-то на завтрашний день. Ну а еще чем богат день сегодняшний, узнаем прямо сейчас. На календаре 16 декабря. Сегодня отмечают День покорения вершин. По народному календарю Иван Молчальник. На Руси на Ивана полагалось как можно меньше говорить и даже писать. Вообще слова без лишней необходимости в этот день старались не употреблять. Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет. С утра желательно было тихо постоять перед иконой Иоанна Молчальника, помолиться про себя, осмыслить свои поступки и помыслы. Люди верили, что молчание в этот день не только избавит от невзгод, но и привлечет к человеку удачу. Этот день в истории. 1899. Основан футбольный клуб «Милан». 1931. Цыганский театр-студия «Ромен» получил статус профессионального театра. В 1946 году Кристиан Диор открыл в Париже модный дом. В 1947 создан первый в мире биполярный транзистор. В этот день родились Людвиг ван Бетховен, немецкий композитор, пианист, дирижер. Василий Кандинский, русский живописец, один из основоположников абстракционизма. Галина Бениславская, советская журналистка, друг и литературный секретарь Сергея Есенина. Родион Щедрин, советский и российский композитор, пианист, педагог, народный артист СССР. Светлана Дружинина, советская и российская актриса, режиссер, сценарист, народная артистка России. Бенни Андерсон, шведский композитор, музыкант, продюсер, участник группы «Абба». Юрий Николаев, советский и российский телеведущий, актер, народный артист России. Анфиса Резцова, советская и российская биатлонистка и лыжница, трехкратная олимпийская чемпионка. Анна Седокова, певица. Именины отмечают Сава, Николай, Андрей, Иван, Георгий. Ну, а самое время, наверное, начать планировать новогодние каникулы. Перечислены направления, куда можно улететь на Новый год по горящим путевкам. Обычно люди планируют свой отдых заранее, но иногда планы меняются, приходится выбирать туры прямо накануне праздников. Куда можно поехать по горящей путевке и сколько такая поездка будет стоить, расскажут эксперты. При выборе горящего тура важно учитывать и визовые требования. По мнению эксперта, оптимальным решением при выборе страны безвизовым визом могут быть Египет, Шри-Ланка. При этом Египет занимает особое место среди пляжных направлений. Но вот найти горящий тур сюда на новогодние праздники довольно сложно. Места бронируются заранее, а отказов практически нет. Погода в декабре-январе здесь комфортная, температура воздуха держится около 24-27 градусов тепла. Недельный горящий тур в Египет можно стоить от 100 тысяч на человека. Объединенные Арабские Эмираты предлагают туристам не только пляжный отдых, но и масштабные праздничные мероприятия. Минимальная стоимость недельного тура на двоих начинается от 140 тысяч рублей. В программу входят грандиозные салюты, торговый фестиваль в Дубае со скидками до 70% и практичные шоу-программы. Праздничные, яркие, интересные. Турция остается одним из самых доступных зарубежных направлений с ценами от 115 тысяч рублей за неделю на двоих. Однако зимой работают не все отели, а температура воздуха держится около 10-15 градусов. Компенсирует это подогреваемые бассейны и насыщенная развлекательная программа. Для любителей экзотики открыт Таиланд, где новогодние туры на 10 ночей начинаются от 180 тысяч рублей на двоих. Страна предлагает не только пляжный отдых, но и богатую экскурсионную программу, яркие шоу и знаменитую местную кухню. Особой популярностью внутри России пользуются туры на Байкал. По оценкам, недельное путешествие обойдется примерно 80 тысяч рублей. Программа включает посещение острова Ольхон, знакомство с местными традициями и уникальной природой зимнего Байкала. Кавказское направление привлекает туристов доступными ценами от 142 тысяч рублей за пятидневный тур. При этом особенно популярен Дагестан, где можно совместить знакомство с местной культурой, кухней и посещение природных достопримечательностей. Кроме этого, в России можно узнать много интересного и отлично провести время на горнолыжных курортах, например, Красная Поляна, Домбай, Эльбрус, Кировск. Ну, такие замечательные предложения существуют, поэтому если вы
не хотите отдыхать дома у елки, то можно отлично провести время с семьей, на Байкале как минимум. Это очень красиво, очень интересно. Я все мечтаю, вот, знаете, такие фотографии, когда такой замерзший Байкал, и кто-нибудь там стоит в шикарном костюме. Потрясающие фотографии есть. А горнолыжный курорт — это всегда отличный выбор. А прямо сейчас более насущным вопросом. Разница между юристом и адвокатом. Ключевой вопрос, который волнует каждого, кто ищет квалифицированную юридическую помощь. Узнаем в нашей рубрике, в чем же она состоит. Здравствуйте. Наверное, каждый человек в своей жизни так или иначе сталкивался с необходимостью обращения к адвокату или просто к юристу за консультацией, или же за полноценной защитой в суде. Как правильно подойти к выбору специалиста и в чем разница между юристом и адвокатом? Юрист – это более широкое понятие. Юристом является каждое лицо, получившее высшее юридическое образование. Адвокатом же является далеко не каждый юрист. Им можно стать только имея диплом с государственной аккредитацией, необходимый стаж работы и пройдя специальную процедуру присвоения статуса адвоката, а именно успешно сдать квалификационный экзамен и принять присягу. Кроме того, следует отметить, что адвокат, в отличие от юриста, имеет свои надзорные органы, а именно адвокатскую палату субъекта и Министерство юстиции. Проще говоря, в случае, если вы будете недовольны работой адвоката, то вы всегда сможете написать на него жалобу в надзорные органы. В случае же с юристом он фактически никому не подконтролен. Если он некачественно выполнил свою работу или просто исчез, то добиться правды будет сложнее. И, конечно, пожалуй, самым главным отличием адвоката от юриста является его возможность вести защиту по уголовному делу. При выборе адвоката или юриста необходимо, во-первых, определиться с категорией интересующего вас спора. Споры бывают гражданские, административные, трудовые, налоговые, уголовные, семейные и так далее. Найдя подходящего адвоката или юриста, внимательно изучите условия вашего договора. В случае, если вы заключаете договор с юридической фирмой, то выясните, кто конкретно будет представлять ваши интересы. Познакомьтесь с этим человеком, и если все устроит, попросите указать его данные в договоре. Иначе может получиться так, что вы беседовали с человеком, который блистал ораторскими способностями и опытом, а в суд придет начинающий юрист, который не ориентируется в деле и еле говорит. При обращении к адвокату или юристу советую вам также помнить, что адвокат, впрочем, как и юрист, не может заранее гарантировать успешный исход дела. И не потому, что он недостаточно хорош, а потому, что этого не допускает адвокатская этика, так как итоговое решение принимает не юрист или адвокат, а судья, согласно своему внутреннему убеждению и закону. И мой крайний совет. Если спор имеет для вас важное значение, то не стоит пренебрегать обращением к специалистам и стараться все решить самому. Ведь самозащита, как и самолечение, бывает чревата последствиями и может обойтись гораздо дороже. На этом у меня все. До свидания. В нашей жизни вопросов, которые требуют разрешения специалистов, но тем не менее мы почему-то всегда надеемся немножко на авось, а еще больше любим заглядывать в будущее при помощи, кто-то каких-нибудь предсказаний, кто-то банально гороскопов. Все мы слышали о гороскопах. Читаем их каждый день, верим им или не верим, совпадают предсказания для всех или нет, но точно обязательно пролистываем журнал, чтобы заглянуть на последнюю страницу и посмотреть, что же нас ждет в будущем. Поэтому мы удовлетворяем ваши любопытства и потребности. Гороскоп. Овен. Вам стоит стать лидерами. Вы должны проявить себя на работе, взять на себя ответственность за решение вопросов, которые накопились. Поначалу коллеги не будут вас поддерживать, но потом все же встанут на вашу сторону. С финансами следует проявлять осторожность. Траты, если можно избежать их, не стоит совершать. В отношениях с близкими людьми нужно проявлять сдержанность. Она позволит избежать конфликта в любой ситуации. Телец. Рабочими задачами необходимо заниматься. Вы можете решать их в первой половине каждого дня, но при этом вы не должны забывать про общение. Следует укреплять социальные связи, создавать новые. В любом деле следует проявлять внимание к деталям, потому что именно в них будет заключаться вся суть. Покупки могут иметь место быть, но не нужно бегать по магазинам и скупать все подряд. Близнецы. Приоритеты нужно будет пересмотреть, поскольку возникнет необходимость встать на новый путь. Вы должны с понедельника искать новые источники вдохновения, чтобы отойти от рутины, которая успела утомить вас. Общением также не следует пренебрегать, потому что друзья и знакомые могут подкинуть новые идеи. С деньгами не должно возникнуть проблем, но все же некоторую часть дохода необходимо отправить в копилку на будущее. Рак. Внутреннее состояние выйдет на первый план. Вы будете анализировать свои мысли и эмоции, будете перестраиваться на
новый лад. Все это не должно отвлекать от личной жизни. С партнером следует видеться, ходить на свидания, чтобы чувства не угасали. На работе нужно брать на себя максимум, чтобы открыть новые перспективы. Денежные проблемы и вопросы стоит обсуждать с близкими, чтобы не совершить никаких лишних трат. Лев. Возможностей для реализации ваших способностей будет достаточно. Вы будете проявлять харизму, привлекать тем самым людей, которые для вас полезны. В итоге получите интересные деловые предложения, от которых не захочется отказываться. И не нужно этого делать, если хочется каких-то изменений в карьере. С деньгами не стоит расставаться с легкостью. Их необходимо отдавать только в крайнем случае, когда нужно купить что-то действительно нужное. Дева. У вас в жизни все всегда упорядочено, но на грядущей неделе вам захочется большего. Вы будете все доводить до совершенства, устранять мелкие недостатки. В итоге во всех сферах все станет просто идеально. Новые задачи на работе будут решаться без особых проблем, но с усилиями. Денежные вопросы порадуют. Девы получат финансовую награду за свои труды. Весы. Гармония у вас в душе. Она дополнится еще и вдохновением, поэтому представители созвездия смогут заняться творческими проектами и добиться в них успеха. Такие занятия не помешают основной работе. Начальство будет делать деловые предложения, будет предлагать новые обязанности. Это все откроет перспективы для повышения. Деньгами на протяжении всей недели лучше не рисковать, чтобы не потерять больше, чем можно себе позволить. Скорпион. Открытие неделя подарит много. Вы получите неожиданные и очень важные новости, на которые обязательно нужно будет опираться при принятии решений. На работе нельзя опускать руки. Только настойчивость поможет прийти к желаемым результатам. В финансовых вопросах следует проявить благоразумие, стараться не тратить ни одной лишней копейки. В выходные подумайте о своем здоровье, сделайте что-то для улучшения самочувствия, даже если будет казаться, что никаких проблем нет. Стрелец. На этой неделе у вас появится тяга к знаниям. Вы будете искать информацию, усваивать ее, стараться применить. Тем самым скорректируете свою стратегию поведения. На работе за счет этого будут неожиданные повороты событий. Карьера после этого пойдет в гору. Правда, через некоторые тернии придется пробираться. Личной жизнью стрельцы будут довольны. Свидания будут приносить только радость. Общение с семьей не доставит никаких проблем. Возможно, родные дадут какие-то стоящие советы. Козерог. Вам следует пересмотреть свои цели. Когда вы это сделаете, еще и планы нужно будет скорректировать и изменить некоторые ключевые моменты. Успех придет в работе и в финансовых делах, но только если изначально будут приняты правильные решения. Вам не помешает обзавестись надежными союзниками, которые хотя бы смогут оказать вам моральную поддержку. В конце недели козероги могут прекрасно провести время с близкими. Водолей. Событий будет много. Вас посетят гениальные мысли и идеи. Захочется воплотить все задумки в реальность, чем вы и займетесь. На работе могут сделать неожиданные предложения. Выгоду в них можно будет найти, но для этого потребуется проявить креативность. Доходы будут радовать, денег будет хватать на все. Водолеи должны не забывать о себе, позаботиться о своем здоровье. Заниматься им лучше всего в выходные. Рыбы. Происходящее будет выбивать вас из колеи. И дело будет не в вас. Рыбы будут принимать все близко к сердцу, переживать за каждое событие. Чтобы стабилизировать свое состояние, нужно заниматься творчеством. Оно даст выход эмоциям. В середине недели могут произойти важные изменения на работе. К ним получится адаптироваться, если собрать команду из коллег, заручиться поддержкой и разработать общую стратегию поведения. Каких-либо серьезных проблем неделя не принесет, но все же людям зодиакальных созвездий нужно держать руку на пульсе. Так вы не упустите ни единого шанса на то, чтобы улучшить свою жизнь и раскрасить ее в яркие краски. Ну, конечно, всегда интересно заглянуть в будущее, но, наверное, не стоит руководствоваться гороскопом при принятии серьезных решений. Сегодня в повседневной жизни используется множество разнообразных высокотехнологичных устройств, пластиковые карты, мобильные телефоны и компьютеры. Постоянно появляются новые модели, программы и сервисы. Все это делает нашу жизнь удобнее, но требует определенных навыков и знаний. Одновременно с развитием таких устройств появляются виды мошенничества, позволяющие обмануть и присвоить денежные средства граждан. Чтобы не попадаться на уловки злоумышленников, достаточно знать, как они действуют, и соблюдать правила и рекомендации правоохранительных органов. Да. Ну и, конечно, не руководствоваться какими-то поспешными решениями, тем более предсказаниями, которые вам пишут в гороскопах. Поэтому давайте прямо сейчас узнаем, что же рекомендуют правоохранительные органы, как защитить себя от мошенников. Зачем вы на громко общаетесь? Я вам сейчас как прекращу разговор. Забудьте, где проживаете, понятно?
наряд приедет, упакует вас, привезет. 22 ноября жительницы одного из районов республики стали поступать сообщения от имени ее руководителя. Директор писала, что ее ищут сотрудники правоохранительных органов и что та якобы провинилась перед законом. Уже спустя 15 минут ей позвонил лжесотрудник ФСБ. И он сообщил, что от моего имени был платеж в пользу Украины, и это расценивается как госизмена, и что это подсудное дело. И из-за этого я должна была срочно выехать в город Якутск и произвести определенные действия, чтобы спасти свою честь и репутацию, чтобы вот этот платеж, который был совершен якобы от моего имени, был отменен, и все обвинения с меня были сняты. Я бы никогда не поверила, если бы мне сначала не написал сообщение мой руководитель. Я испугалась, потому что этот человек мне близок, из-за этого я поверила и не стала перепроверять эту информацию. Уже через 3 дня женщина прибыла в столицу региона и под руководством лжесотрудника Центробанка сняла 5,5 миллионов рублей личных накоплений. Затем уже через банкомат перевела все средства мошенникам. Свои махинации мошенники проводят через социальные мессенджеры, ведь так проще всего подделать чей-либо аккаунт. Чтобы не попасть на подобную уловку, необходимо позвонить на официальный номер, набрав его на клавиатуре самостоятельно. Это очень серьезная тема, которая затрагивает всех, безусловно, поэтому нужно быть внимательными, собранными и, конечно, не делать поспешных решений, их не принимать, основываясь на каких-то эмоциях, да, то есть мошенники именно на этом и играют. Ну и, конечно, немаловажную роль имеет возможность правильно себя вести в той или иной ситуации, выражать свои мысли, когда ты уверен в себе, ты общаешься на равных со всеми, это тоже здорово помогает, в том числе и избежать каких-то казусов, потому что начинаешь разговаривать с мошенником, понимаешь, что что-то не то, мне вот как-то вот форма разговора не нравится, положу-ка я трубку и обращусь, допустим, в банк. Ну, вообще, знание языка, правильное произношение, широкий словарный запас, умение себя уверенно чувствовать в разговоре помогает в разных сферах нашей жизни. Ну, для этого, конечно, нужно не только изучать правила, брать позитивные примеры с радио, телевидения, да, с дикторов, можно с каких-то известных людей. Ну, а мы, в свою очередь, стремясь вам помочь, конечно, предлагаем ознакомиться с нашей постоянной рубрикой. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня у нас в гостях паронимы. Напоминаю, паронимы – это однокоренные слова, у которых есть разные суффиксы или приставки, и которые похожи по значению, но все-таки не совпадают. Итак, встречайте слова «различить» и «отличить». Что же они обозначают? И слово «различить» имеет значение «отличить» от чего-либо по каким-либо признакам. Чаще всего, чтобы различить, мы используем наши глаза или уши, то есть зрение и слух. И часто мы с вами можем сказать так: «Я с трудом различаю предметы в темноте». Или, например, «трудно различить ее голос». Или, например, «он хорошо различает манеру игры». Слово «отличить» имеет такое значение – установить различие, границу между кем-либо или чем-либо. Например, трудно отличить один день от другого, или трудно отличить настоящий шедевр от поделки. Ну или, наконец, из Пушкина: «Не мог он ямба от хорея, как мы не бились, отличить». Кроме того, глагол «отличить» употребляется с предлогом «от». А вот глагол «различить» этого предлога не требует. Например, мне нужно научиться отличить подделку от настоящих денег. С другой стороны, можем сказать так: я не умею различать настоящие деньги от подделки. Давайте паронимы различать и отличать. Всего доброго!
Вот с таких мелочей, таких маленьких правил, которые копятся, и стоит наша речь правильная, грамотная, которая убеждает других. Ну, еще, конечно, от широкого словарного запаса и кругозора. Поэтому, чтобы быть в курсе последних новостей и иметь возможность обсудить их с коллегами, смотрим новости. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Благотворительный фонд поддержки и помощи для участников специальной военной операции и членов их семей появился в России. Основными направлениями деятельности фонда станут оказание всесторонней помощи и дополнительной социальной поддержки военнослужащим и лицам, участвующим и принимавшим участие в выполнении задач в ходе СВО и членам их семей, а также гражданским лицам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, в том числе переселенцам с территорий, находящихся в зоне проведения спецоперации. Направления для участников СВО включат в программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. Об этом сообщила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. По словам вице-премьера, власти общались с бойцами и планируют в следующем году усилить меры поддержки для них в рамках вышеназванной программы. Переход педвузов на специалитет проработает в нашей стране. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Кроме того, он сообщил, что при приеме на педагогические направления подготовки планируется вести обязательные вступительные испытания по профилям подготовки, в том числе по математике, физике, химии или биологии. Кравцов отметил важность активного включения педагогических вузов в работу по разработке стратегии развития образования. Документ должен учитывать все приоритетные направления в сфере подготовки педагогических кадров. Республиканский этап всероссийского конкурса «Учитель года» собрал единомышленников, педагогов, стремящихся к успеху, способных преодолевать стереотипы и находить нетрадиционные пути решения стоящих перед школой задач, создавать и использовать инновационные технологии. Конкурс стал площадкой для педагогического сообщества, где каждый педагог нашел новые идеи решения стоящих задач, улучшил ключевые показатели, наблюдал за лучшими педагогами в системе образования республики. Группа молодых исполнителей древнего эпоса «Аланхо» посетит Нерюнгри. Десант проводился с 9 по 12 декабря. Преимущественно молодой состав участников известен среди любителей и почитателей Аланхо и традиционных культур народов Севера. Свое мастерство нерюнгринцам показали Станислав Иванов, Аксинья Степанова, Марфа Амосова, Прасковья Лебедева, Кондратий Герасимов, Нарея Шамаева и Мира Егорова. Мы просили, чтобы они привезли нам адаптированную программу для русскоязычного населения и для разных возрастов, начиная с детей начальных классов. Рассказали, показали, презентовали, что такое Аланхо. Ну а в спортивном комплексе «Мадун» прошел открытый турнир по классическому троеборью. Жим, штанги, лежа, приседания со штангой и становая тяга. Помериться силой пришли люди разных возрастов. Соревнования прошли в 5 категориях. Комплект наград разыгрывался во всех весах среди мужчин и женщин, а юноши, девушки и ветераны боролись в абсолютных категориях. Участие принимали и те, кто только начал свой путь в пауэрлифтинге, так и опытные спортсмены, имеющие в своей коллекции чемпионские титулы. Общий призовой фонд составил 100 тысяч рублей. Это уже получается у нас третий ежегодный турнир. В этом году принимает участие свыше 70 человек. Приехали даже с города Нерюнгри. Из приглашенных гостей у нас присутствует Ярослав Степанович Чеповский, мастер спорта международного класса. Открыл наше сегодняшнее, получается, мероприятие. Пауэрлифтинг, как вы видите, он развивается, чему мы, в принципе, очень рады. И, как говорится, всегда готовы вас увидеть в нашем клубе, прийти на соревнования, как говорится, познакомиться с данным видом спорта. На этом пока все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Сегодня у нас в гостях в студии дуэт барочной, классической и современной музыки, лауреаты международных конкурсов Павел Голдман и Александр Сироткин. Доброе утро. Доброе утро. Ну, вы сегодня не с пустыми руками, вы с инструментами. Мы надеемся, что мы их послушаем. Несколько слов о вашем проекте. В чем уникальность этого проекта? Павел, давай. Уникальность проекта в том, что мы вообще собрались вместе. Это уже прекрасно. Когда собираются два творческих человека, то получается, конечно же, творческий ансамбль, который называется «Новый звук». Ну и, конечно же, уникальное сочетание скрипки и баяна, которое
Профессиональных коллективов таких в мире, насколько я знаю, нет. А как так получилось, что два таких несовместимых, на первый взгляд, инструмента объединились в одном проекте? Мы долго тянулись друг к другу. Это большое желание, вы знаете, потому что у каждого из нас большой опыт игры в разных коллективах, организации разных мероприятий, концертов. Вот. И, конечно, и у меня было большое желание сочетание баяна с другим каким-то классическим инструментом, да, потому что все равно баян, хоть и мы и стремимся, то чтобы баян стал академическим инструментом, чтобы приблизился к таким гигантам, как скрипка, фортепиано, нам еще по репертуару еще, так скажем, далеко до них, потому что наш инструмент достаточно молодой. Профессиональному инструменту, от силы, может, лет 60. Вот, а скрипки уже сколько веков она существует, и какой огромный репертуар. Вот, и вот это сочетание, конечно, оно необычное, оно новое. Вот, и, как уже Павел сказал, действительно, по крайней мере, точно уж в России таких коллективов, как наш, нет. Вот, поэтому такой вот необычный. Потрясающе. Вы недавно вернулись с гастролей. Где вы были? Как воспринимала публика? Мы были в Этыкёле, были в мае, Покровске. Один концерт у нас прошел в Якутске. Публика принимала очень хорошо, тепло, несмотря на мороз, который стоит у вас в это время года. Поэтому мы получаем огромное удовольствие от путешествия по Якутии. Это здорово. Вы также выступали в Высшей школе музыки. Точно. Расскажите, как ребята приняли ваш дуэт? Вы знаете, замечательно, да, потому что Высшая школа музыки, я вообще учился здесь, в Якутске. Я сам родом с Якутии, поэтому для меня Высшая школа музыки и музыкальное училище имени Жиркова, конечно, это такие замечательные музыкальные учреждения, где работают суперпрофессионалы, конечно. Вот. И ВШМ, конечно, это была моя мечта, да, чтобы в Высшей школе музыки открылся класс баяна. Когда я еще учился в начале 2000-х годов здесь, в Якутске, это была мечта моих педагогов, моего первого преподавателя Радомира Пантелеймоновича Борисова, которого, к сожалению, уже нет с нами, но это его была мечта, открыть там класс баяна. Потому что скрипка, фортепиано, духовые инструменты, конечно, там на очень высоком уровне. И вот Павел там впервые, конечно, и был под большим впечатлением, вот, как там занимаются скрипачи, как вообще это все устроено там. Вот, поэтому, конечно, я мечтаю, чтобы в Высшей школе музыки был открыт класс баяна, аккордеон. Это было бы, конечно, замечательно. Сейчас вот ваше впечатление, вы учились, сейчас приехали в гости как уже исполнитель, чтобы поделиться своим опытом. Что изменилось? Вы знаете, что изменилось, сразу бросается, конечно, мне в глаза, это то, что изменился город Якутск очень сильно. Он стал таким красивым, потому что, когда я учился, было не так, конечно, потому что очень много было разных маленьких домов, деревяшечек таких стояло. Вот. Сейчас, конечно, он расцвел, преобразился, то есть я смотрю, что он развивается, и это замечательно. Вот. Поэтому, конечно, город, то, что мне понравилось. Но вы впервые в Якутске. Как Второй вам морозы? раз. Второй раз? Второй раз, да. Мы в прошлом году с Сашей были в декабре. А почему выбираете такой морозный месяц? Чтобы была разница, чтобы сразу почувствовать, что за республика, как здесь люди живут, почему они так живут. И таких холодов, как у вас, нет, есть в немногих республиках, скажем так. Поэтому, чтобы прочувствовать весь колорит, так сказать. Вот. Хорошо. Вот вы, получается, какую миссию несете вот в массы тем преподавателям, получается, ученикам, зрителям? Да, вы знаете, я работаю как преподаватель онлайн, кстати, я работаю очень много. У меня есть дети с разных преподавателей с разных регионов. Вот у меня большой телеграм-канал, в котором у меня подписано очень много преподавателей. И вот это, на самом деле, вот эта поездка наша сюда, это не только гастроли, да, но это работа с молодыми, маленькими ребятками, которые учатся в школах. Вот, в частности, Павел сказал, и в мае, и в Покровске, и в Этыкёле. И вот здесь, в Якутске, мы занимаемся с маленькими детьми, занимаемся с педагогами, да, передаем свой опыт, рассказываем о том, как мы занимаемся с другими ребятами. Павел является у нас скрипичным мастером профессиональным. Да, который, помогаю, чем могу. Да, помогает, потому что на самом деле это ремесло такое непростое, да, вот. И
Поэтому вот именно в эту поездку, да, для нас было не только выступить, да, и позаниматься, обменяться опытом. Мы очень надеемся, что вот с педагогами, с которыми мы уже пообщались, особенно я хочу отметить, конечно, поселок Итыкёль, потому что на каком уровне было все организовано, просто потрясающе. Несмотря на отдаленность, кстати, это приближенно к моей родине, я родился в поселке Хандага, вот, и это недалеко, на самом деле, от моего поселка. Полный зал людей, невероятные дети, которые просто очень хорошо играют, поэтому это было просто замечательно. Вот я очень надеюсь, что в следующей поездке мы организуем уже творческую школу для детей, о чем мы уже разговаривали и с директорами музыкальных школ, и с организаторами концертов. Очень надеемся, что мы летом, возможно, приедем еще организовывать творческую школу. Получается, это уже будет сборная школа со всех районов, да, где можно будет как мастер-класс провести каникулы, ну и научиться очень много. Да, конечно. Именно так мы планируем. Что бы вы порекомендовали нашим педагогам? То есть, может быть, как-то правда внедряться больше в онлайн с учетом отдаленности, чтобы обмениваться опытом, может быть, какие-то прям онлайн-платформы организовать? Вы знаете, в первую очередь я рекомендую подписаться на мой телеграм-канал. Рекламу. Педагогам особенно, которые занимаются именно баяном, аккордеоном, и родителям, которые тоже имеют прямое отношение к развитию своих детей, потому что очень часто бывает так, что родители отдают своих детей, но и вот на педагогам, чтобы они занимались. Поэтому, конечно, быть более современными, быть ближе к детям. То есть слушать их, что они говорят. Потому что современные дети сейчас, как назовем зумеры, они отличаются от детей, которые были 20, даже от нас, когда мы учились. И тем более от детей, которые были там 30 лет, 40 лет назад. Это, конечно, совершенно другое, потому что интернет очень сильно ускорил нашу жизнь. Вот, и, конечно, онлайн-платформы. То есть сейчас, на самом деле, наша исполнительская школа вообще, да, вот особенно на баяне, очень сильно выросла благодаря интернету. Потому что детки и преподаватели видят, слышат, как играют другие дети. Они хотят быть похожими на них, они хотят играть так же или даже лучше. Вот, поэтому, конечно, это важно. Но и не забывать о том, что все-таки нужно быть максимально активными. То есть нельзя принимать пассивную позицию. То есть если вы активны, дети будут такими же. То есть они впитывают, особенно в маленьком возрасте, они впитывают все. Как вы пришли, как вы поздоровались, как вы поговорили с ними, как вы их поддержали. Это очень важно. Особенно в маленьком возрасте. Поэтому вот рекомендую, наверное, вот эти вот вещи, которые я сейчас... Но сегодня состоится ваш концерт. Я думаю, это немаловажно узнать заранее тем, кто еще не успел ознакомиться с вашим репертуаром, что мы услышим, что увидим, может быть, как правильно слушать этот концерт. Правильно нужно слушать, конечно же, с удовольствием. Это первое. Хорошо аплодировать и не стесняться. У нас репертуар от классики до самой современной, можно сказать, музыки. Музыка Александра Сироткина также прозвучит, Саша пишет довольно много музыки, также аранжировки в основном делает он. Прозвучат многие идеи наши совместные, которые мы вкладываем в нашу музыку, ну и, конечно же, неповторимое звучание нового звука. Потрясающе. Давайте я воспользуюсь возможностью, так как на концерт, наверное, не попаду в силу занятости, послушать вас прямо сейчас, как и наши телезрители.
Я уверена, что также аплодировали все наши телезрители, что мы услышали. Это танго. Танго, пожалуйста, да. Астора Пиццолы, известного аргентинского композитора, короля танго. Потрясающе. Кусочек. Такого исполнения я еще не слышала. Приходите, концерт Приходите. состоится в Дворце детского творчества сегодня. На Кирова 20, насколько я знаю, это улица. Поэтому... Ну, я думаю, что Дворец детского творчества Да. все найдут, безусловно. И в Авдеевой. Я очень рада, что вы у нас побывали в гостях. Я уверена, что также зарядили энергией, как и меня, всех наших телезрителей. Желаем вам успешного развития вашего проекта. Это потрясающее сочетание, я в этом убедилась теперь лично. Но, конечно, желаю, чтобы ваше творчество развивалось и было много последователей и учеников. Спасибо огромное. Спасибо большое. Дорогие телезрители, присоединяйтесь к творчеству. Обязательно, если есть возможность, посетите такой концерт. Ну и до новых встреч. Начинайте утро с нами.